Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Первая республиканская музыкальная школа, ныне детская школа искусств номер 2 города Якутска, была создана в трудные 40-е годы, когда война еще не закончилась. Но даже это обстоятельство не стало преградой для того, чтобы с талантливыми детьми со всей республики начали заниматься педагоги. Сегодня школа располагается в просторном новом трехэтажном здании, в котором есть 2 концертных зала, 2 хореографических и 1 хоровой зал, библиотека, где созданы все условия для успешного обучения воспитанников, а сегодня их более 300. На днях учащиеся детской школы искусств вернулись из Сочи, где проходили обучение в образовательном центре «Сириус», который, как мы знаем, создан по инициативе президента страны Владимира Путина. Чему они смогли научиться за время смены, а это 24 дня. Какие педагоги проводили с ними обучение, что им и педагогам запомнилось больше всего. Узнаем об этом сегодня из нашего разговора. Для этого мы пригласили в студию прямого эфира преподавателя, отличника культуры нашей республики Римму Моисеевну Григорьеву. Добрый день. Добрый день. Лауреата международных конкурсов, концертмейстера Дорофея Михайловича Савинова. Добрый день. И директора детской школы искусств, отличника культуры нашей республики Сергея Иннокентьевича Лебедева. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Пожалуйста, вы можете звонить и задавать свои вопросы. А мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Раисе Моисеевне. Давайте расскажем, что это за образовательный центр «Сириус» и в чем его особенность. И, кстати, вчера, насколько я знаю, он отметил свой день рождения. Добрый день, жители республики. В ноябре, с 1 ноября по 24 ноября мы с Дорофеем Михайловичем в количестве 11 учащихся ДШИ, 2 детской школы искусств, мы обучались в образовательном центре «Сириус» города Сочи. Там месяц обучались 600 детей по 3 направлениям: наука, искусство и спорт. Дети собирались со всех уголков нашей страны, и дети, которые проявили себя в науке, искусстве и спорте, да. Нас обучали, наше направление как бы хореография, да, мы занимались в балетном зале. А балетный зал находится не в самом Сириусе, а в другом здании. Это здание сейчас называется «Парк науки и искусства». А во время Олимпиады вот это здание, такое огромнейшее здание, как вот по площади, как наш аэропорт, там был Олимпийский медиацентр. Но сейчас там занимаются дети. Называется парк науки и искусства. В этом парке имеется 3 балетных зала. И там занимались не только мы, обучались. Там обучались дети тоже детской школы искусств Суфы, Самары, Сургута и Набережной Челны. Так, обучали нас такие выдающиеся, как бы сказать, такие титулованные, такие знаменитые такие преподаватели. Это солисты Большого театра, Московской государственной академии хореографии, Академии русского балета Вагановой. И была одна гимнастка, мастер спорта Белугина. Кстати, она к нам приезжала в «Дети Азии», поэтому она очень хорошо нашла сразу общий язык с нашими детьми. Конечно, дети вначале наши немножко стеснялись, как-то не по привычке, да, но в течение месяца в основном они дали классический танец, да, классический танец, как бы это основа основ, там очень много нюансов. А преподаватели и учили так, чтобы такие нюансы они показали такую хорошую школу, в каком движении, какие мышцы и как должны работать.
И дети, и этим методом они как-то сумели раскрыть наших детей. В конце наши дети стали какими-то вот раскрепощенными, да. И хочется сказать, что мы тоже там дали уроки, да, Дорофей Михайлович, концертмейстер. Я вот в начале их увидела, и в конце. Наши дети совсем преобразились. Совсем другие дети. Совсем другие Хорошо, стали, мы об да? этом чуть подробнее попозже поговорим. А сейчас я хотела бы задать вопрос Сергею Иннокентьевичу. Вообще, расскажите, пожалуйста, как стала возможна такая поездка? Да? Насколько я знаю, все-таки этот центр работает с профессиональными учебными заведениями. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, да, телезрители, да, вот на самом деле, вот то, что мы съездили в творческую школу, да, в образовательный центр «Сириус», это, конечно, является вот для системы нашего дополнительного образования, нашей республики вообще своего рода прорывом. Потому что из числа обучающихся детских школ искусств республики еще пока ни одна школа из нас не принимала участие. Но как стало возможно? Я этот центр знаю давно. У меня там обучались учащиеся из высшей школы музыки, и которые тоже проходили экспертное заключение, получили, да, и съездили. Это Александр Тумусов, Тимофей Симоненко, вот два моих ученика. Тоже, вот как Римма Моисеевна сказала, пришли абсолютно другими людьми свободными, очень заинтересованными, прямо влились в профессию. И вот они сейчас в профессии. Александр Тумусов обучается в Московской государственной консерватории, а Тимофей Симоненко также вот очень успешно продолжает обучение в высшем звене Высшей школы музыки нашей республики. И вот в июне месяце мы подали заявки. Я говорю, обязательно сказал, что мы примем в этом участие. Ничего страшного не пройдем, так будет опытом. Не всегда как бы результат должен быть такой положительный и правильно. И нам пришло вот из тех заявок, которые мы отправили, 11 одобренных как бы приглашения, одобренные заявки. Ну, это действительно здорово, потому что Да, 11 конечно. человек — это много. Много, да. Для нашего региона. И вот вы говорите, что за эту смену 24 дня дети смогли преобразиться. Они, Да. можно сказать, поднялись на ступеньку выше, да? Вот расскажите, каким образом вообще проходили занятия, да? Ага, ну вот то, что я заметила, да, учащиеся приобрели базовые грации и пластичности, да, и они даже как-то выросли, и в то же время они как-то укрепили свое здоровье, да. У нас, если там девочки болели, они уже как-то там преобразились, и куда-то вот это все, эта болезнь как бы у них прошло, причем как физически, так и психически, да. Ну, психологически, да, ну, психологически, так. Ага. И как бы вот хореография, да, корректирует характер детей, да, они стали как уверенными в себе. Танец раскрывает потом они человека. стали уверенными в себе и своей силе. Как бы они стали более как-то, как сказать... Ну, получили хорошую профессиональную базу. Вот, базу, да, вот я этого хотела сказать. Именно вот такую базу получили. И вот то, что вложили преподаватели вот Сириуса, да, балетный, нашего отделения, да, это как бы для нас бесценный опыт, для нашей учебы и для нашей работы. Для меня тоже. Мы тоже там все время с 8 до часу мы с ними тоже вместе занимались, с нашими детьми. Дорофей Михайлович. Дорофей Михайлович, расскажите, пожалуйста, вот вообще как проходили занятия, каким образом вот вы находили взаимодействие, да, с ребятами, с которыми вот поехали? Расписание у детей было вот 50, 25, 25. То есть 50% это занятия хореографией только, а 25 общеобразовательные предметы, это математика, русский язык, и 25 спорт. Это наша кафедра, ну, типа хореографии. То есть с 9 часов утра мы начинали занятия и до обеда, до часу. Потом после обеда опять же вот эти предметы, вечером спорт и отдых. Работа концертмейстера была для меня большим стало опытом, так как во время даже студенчества нас не учили, ну, как не учили, у нас был предмет камерный ансамбль, концертмейстерство. Да, нас учила Лариса Сулеймановна Спиридонова. Камерный ансамбль — это мы играем с другими инструментами, как кларнет, виолончель, скрипка. А концертмейстерство к нам приезжало, пело
Ирина Григорьевна Чичкова из солистка театра оперы балета. Ну, в общем, с хореографическим как бы направлением мы не были знакомы. Да. И вот я как Пока. пианист очень прекрасно понимаю Дорофея Михайловича, да, и я специально говорю, Дорофей Михайлович, надо съездить, получить очень хороший опыт, новый опыт, да, и вот придете и расскажете. Вот, собственно, вот Дорофей Михайлович вот Происходит, нас да. теперь обучает вот именно вот хореографическому Хорошо, ну направлению. эта работа, мне Работа кажется, концертная. несколько специфична, да, получается, что музыкант задает вообще правильный тон, правильный темп, да, настроение исполнителя, Да. либо танцев, либо Но песен. Очень ответственная отличается от все-таки инструментальной игры, потому что когда мы играем с другими инструментами, там делаешь ританута, замедление, ускорение, а в танцах такого нет, оказывается. Ну да, Все специфика железно. другая Раз, специфика. два. Никуда не выходишь оттуда. Задает темп педагог, говорит медленно, быстро, и все. Оттуда никуда не выходишь. И перед этим всегда надо играть вступление, оказывается. Ну, как удавалось находить общий язык вот именно с ребятами, да, наверное, вам передавалось их волнение и так Да. далее. Мгм. Потому что каждые 2 урока к нам приезжали другие педагоги из Большого театра. Ну, вот видите, каждый Да, раз да. приходилось подстраиваться Привыкаешь под к нового новому педагога. педагогу, Мгм. и Здесь- сразу уже меняется. Ты думаешь, уже все, я хорошо играю, Мгм. и на завтра уже другой педагог и другие требования. А с детьми сидишь и выполняешь вот. Мгм. Хорошо, я знаю, что в центре Сириус есть очень большой зал, где по итогам обучения наши ребята выступали на сцене, да? Да, Вот да, что ага. вы хотите сказать Ну, об этот, этом выступлении? Да. Как они себя показали? Ага. Ну, репетировали тоже педагоги вот Сириуса, да. Мы выступали в этом же здании науки и искусства. Там есть огромнейший зал, огромнейшая сцена. Но там все время, целую неделю дети репетировали прямо на этой сцене. И они очень грамотно подстраивают детей. Они сами репетировали. И где авансцена, где вот кулисы, где как должен там выходить, что он там на сцене делает, и где должен он до малейшего. Вот у них такое прямо, как сказать, нюансы какие-то. Иногда вот бывает, что мы не обращаем на какие-то нюансы, да. Они даже вот, как они завязывают там эти фартуки, где вот они танцевали крестьянский браналь, как они должны надеть эти шапки, как они вот фартук должны подавать, как они носочек должны взять. Вот все им объясняют. То есть Хорошо. успех и образ складывается из мелочей. Да, из-за Да. мелочей. Я вот это Внимание хочу. к деталям, да? так Хорошо, сказать? Деталям. об Вот, этом мы говорим ага. чуть подробнее во второй части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Учащиеся детской школы искусств номер 2 города Якутска вернулись на днях из Сочи, где проходили обучение в образовательном центре «Сириус», который, как мы знаем, создан по инициативе президента страны Владимира Путина. Чему они смогли научиться за время смены, а это 24 дня? Какие педагоги проводили для них обучение, что им и учителям запомнилось больше всего? Итак, напомню, что гости нашей студии сегодня – преподаватели детской школы искусств номер 2 города Якутска и учащаяся Диана Анискина. Добрый день. Здравствуйте. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, Диана, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как давно ты учишься в детской школе искусств? Ну, моя фамилия Анискина Диана Ярославовна. В ДШИ я занимаюсь уже как 6 лет, с 1 класса, как в начальной своей образовательной школе. Вот. Как давно занимаешься вообще танцами? С танцами я занимаюсь с 4 года. С 4 Вот. лет? Да. Мгм. Ну, танцы как бы с детства еще я, ну, то есть прям так занималась ими и даже продолжаю, то есть нету такого пути, чтобы как-то от них отстраниться или что-то такое. Это увлечение на всю жизнь, можно Да. сказать, да? Поделись, пожалуйста, впечатлениями о поездке. Что тебе запомнилось больше всего? С кем ты там познакомилась? Из каких городов были ребята? Ну, в поездке было много таких моментов, запоминающихся, и невозможно выделить что-то единое. То есть там
каждый день был какой-то новый, что-то новое впечатление, новые знакомства, новые знания какие-то. Сама поездка вообще дала много таких прям эмоций, вот. Познакомились с разными детьми из разных регионов, то есть в направлении танца у нас было 5 коллективов. Это вот мы с Якутии, потом Сургут, Набережные Челны, Самара, вот. Ну, вот так вот. Так мы там занимались танцами, то есть, ну, вот профильные занятия у нас были, они были с раннего утра до обеда, потом у нас были как учения, ну, учеба там, и дальше было свободное время, но свободное время мы, когда как, ну, то есть иногда мы гуляли, ходили, то есть по большой территории Сириуса, иногда мы собирались со своей командой, со своим коллективом, все вместе, играли в различные игры, то есть иногда даже другие команды, они собирались в большом кругу, играли на гитаре вечерние песни, ну и мы тоже к ним присоединялись и также с ними весело проводили время. Вот. Ну, за это время ты, наверное, сумела подружиться с ребятами из других городов, какие-то завязались знакомства, общение. Да. После поездки продолжаете переписываться? Может Да, быть, продолжаем. в соцсетях, да? Да. На соцсетях. Хорошо. Пожалуйста, поделись воспоминаниями о выступлении на большой сцене, да, вот говорили, что было очень много нюансов, вас учили, как именно Чувствовать держать сцену. себя на сцене, да, как ее чувствовать. Да. Ну, на сцене хотелось проявить себя уже не так, как мы приехали в начале, как-то там такие замкнутые в себе, а Скованные. на сцене хотелось прям как-то раскрыться, то есть показать всю свою уверенность, все свои навыки, выступления на сцене, вот полностью свой талант проявить. Я считаю, у нас это все получилось, потому что даже в начале, когда мы только выбегали на сцену, нам начали аплодировать. И, ну, Тепло приняла, да? да, Публика. публике понравилось наше выступление, они были в восторге. Хорошо, действительно, это здорово. А вообще я хотела бы знать, что тебе дает хореография? И ты собираешься, наверное, связать с ней свою будущую профессию? Ну, хотелось бы стать также педагогом по хореографии. Вообще хореография как-то, оно такое прям, ну, это искусство считается как искусство. То есть у нас даже и там было направление не просто спорт, а прямо искусство. Вот, оно как-то дает себя проявить с другой стороны. То есть ты работаешь над своим телом, ты стараешься, ты работаешь в первую очередь, ну, над собой. Ты пытаешься показать себя, правда, с лучшей стороны и показать свои умения, то, что вот я могу, то есть я могу заниматься танцами. То есть не просто занятия танцами, как вот вы здесь занимались, а какие-то у вас сложились, можно сказать, общие, наверное, да, какие-то направления, Ну, чтобы через- заниматься хореографией не только через танцы, но еще через спорт, через умение подать себя и так Да. далее. Мгм. То есть это получился целый комплекс, да? Да. Ага. Мгм. Римма Моисеевна, а вообще как влияют на ваших учащихся танцы? Вот что вы видите? Ну, Что происходит с да, детьми да. со временем? Дети, вот как Диана рассказала, да, сейчас, она сказала, сейчас вначале они были какие-то скованные, да, а потом им, так, это правда, что как наши дети вышли, и весь зал аплодировал, они раскрылись. Я сама это почувствовала. В конце мы сами Дорофеем Михайловичем вели урок, я там уже почувствовала, что мои дети совсем другие стали. Если вначале я когда учила, совсем другие были, а сейчас совсем другие. Я же вот еще раз хочу повторить, да, вот профессионалы высокого класса, наши педагоги смогли раскрыть наших детей. Наши дети начали правильно двигаться и чувствовать, и слушать музыку. Они как-то вот это умеют. Они не кричат, не настаивают, ничего не... У них уровень очень высокий, менталитет очень высокий, подход такой культурный, такая атмосфера, такая культура. Прямо ты находишься в каком-то вот, я не знаю, ну, вдохновении, да, постоянное вдохновение. Нас обучали 10 педагогов. Итого, 10 педагогов. И еще я забыла сказать, что в это время к нам приезжала Светлана Юрьевна Захарова, прима-балерина Большого театра. Ну, как здорово. Да, она, оказывается, является учредителем фонда «Талант и успех».
И она прямо сфотографировала с нашими детками, да, и провела вот педагогами круглый стол. И как она вот рассказывает, как она ничего она вот такого не рассказывает, но ты сидишь и прямо слушаешь, и все впитываешь, и вдохновляешься. Как вот их профессионализм, да, вот слушая даже их, как бы у меня лично, да, вот все заряжается, это как бы энергия, наполняется какая-то эмоция, прямо хочется встать, прямо что-то хочется делать. Они как бы человека наполняют эмоцией и энергией. Вот чисто профессионалы вот умеют это делать. Вот это, мне кажется, это профессионализм. Диана, Уметь раскрыть детей. на сцене большой, что вы исполняли? Мы исполняли наш танец, который подготовили здесь. Мы его привезли туда с собой и отрабатывали там с педагогами. Ну, не педагогами, а прим Большого театра. Вот. И мы танцевали бранель, танец. Христианский, да? Да, крестьянский бранель. Вот. Но он такой позитивный танец, такой быстрый, энергичный. Вот они в костюмах, да? То есть уже заряд вы подали своим выступлением, да? Да. Хорошо, вот после этой поездки какие у тебя чувства остались? Вот действительно говорят, что дает вдохновение, новую энергию, заряд. Да, то есть появилось желание на что-то большее. То есть тебе прям охота раскрывать какие-то знания еще больше. То есть там... Заряжает как-то. Да, то есть там мы посмотрели очень много новых каких-то движений по хореографии, то есть те, которые мы еще даже здесь не проходили. И это так прям все настолько прям так заряжает тебя, то что тебе охота еще и еще больше. В первое время тебе там кажется, что как я это сделаю, как что, а потом уже все нормально. Ты привыкаешь к этому. Там у нас, получается, каждые 2 дня менялись преподаватели. И каждый раз тебе прям интересно становилось, вот что сейчас будет, вот что в этот момент. Вот. И как-то... Стимул на развитие Да, был. стимул прям. Вот. И с коллективом мы прям стали как родные друг другу за это время. И Прям как сестры. не захотелось, да? Да, не Остаться, захотелось приезжать. уезжать. Они не захотели сюда приезжать. Хотели остаться на год, еще. еще на год хотели остаться. Хорошо, Рима Моисеевна, вот какие задумки, может быть, или какие-то планы, связанные с этой поездкой, у вас появились? Ой, да, еще как. У меня вдохновение такое, прямо они наполнили меня такой энергией, эмоцией. Я хочу вот то, что впитывала я от них, все, каждое слово внимательно слушала. Я даже им вопросы во время урока вставала и спрашивала. Вот это движение, как это делается? Например, мы так делаем, мы так. Они очень хорошо это все объясняют. Я все записала. То, что я им должна задавать, какие у меня больные вопросы, как мы должны обучаться, и как мы должны детей обучать, как их... Вот то, что больное было у нас, да, вот здесь то, что нам это нужно, я все спросила, и все узнала, все записывала, все у меня тут. И, конечно, это то, что мы побывали, обучались в Сириусе, это незабываемые дни нашей жизни, вообще жизни, да. И мы в связи с этим хотим поблагодарить администрацию нашей школы, что предоставили нам такую возможность обучаться прямо таким, я уже словами даже не могу описать все это, но у меня тут все есть в голове. Но мы видим благодарственные письма, да, сертификаты, Иннокентьевича, которые да, вы большое получили, спасибо. да, по итогам обучения, Диана. Вам дали сертификат, да, о том, что вы прошли обучение. Да, Хорошо. вот, А это что за благодарственные это письма? благодарственное письмо нам, конечно, потому что мы тоже обучались там, тоже с детьми. Каждый день с Сириуса мы выезжали в парк науки и искусства, вот огромное здание такое, прямо туда зайдешь, и прямо такое, там 3 балетных зала, и там обучались до часу. Каждый день педагоги менялись. 10 преподавателей нас обучали. Итого. 10 преподавателей. Можно сказать, что Сириус — это, наверное, кузница талантов. Кузница талантов. И там приезжают такие дети, да, которые проявили себя в искусстве, науке, да, и спорте. И прямо в коридоре идут дети, и все здороваются. Я даже не знаю, вот этих детей, они прямо вот все здороваются со мной. Например, атмосфера такая, ну, я же говорю, вот менталитет, уровень такой Да, совсем. высокий уровень культуры. Высокий уровень культуры. Даже вот
стоишь на лифте, да? Когда ты подходишь, все отошли. В первую очередь ты должна зайти. Да. Я так удивилась. Там спортсмены, хоккеисты стояли. Но подростки, они очень высокие. Прямо 14 лет и двухметровые все стоят. Как я подошла, все отошли. Я думала, куда они пошли-то? Оказывается, они меня пускают. Меня пускают, и, ну, как какое-то вот такое, прямо все доброжелательные, такие культурные. Девочки, конечно, очень многому научились. Даже вот элементарным вещам они научились. Как себя надо вести, как надо себя подать, как надо разговаривать с педагогами, да? У них культура, везде культура. Вот даже вот просто вот заходишь в класс, и обязательно ты должна здороваться. Бывает у нас, что дети не здороваются, да? По школе идешь, и никто не здоровый. Хорошо, дорогие друзья, мы продолжим разговор о детской школе искусств после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня гости нашей студии, директор и преподаватель детской школы искусств номер 2 города Якутска. И сегодня мы говорим о поездке в образовательный центр «Сириус». В течение 24 дней учащиеся и преподаватели проходили там обучение. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 20 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, мне хотелось бы задать вопрос Дорофею Михайловичу. А вот что по итогам поездки вы вынесли для себя? Вы уже приобрели опыт, да, работы концертмейстера с танцевальным коллективом. Что еще? Что еще? Что взял? Большой опыт именно в работе, как с хореографами, так и с другими инструментами концертмейстера. Это во-первых. Во-вторых, быть терпеливыми, быть мудрее, как концертмейстера, потому что бывают разные педагоги, надо все понимать и работать с детьми, самое главное. Ну, какой-то стимул, не знаю, появился вот после этой поездки? Какие-то, может быть, задумки и так далее? Проекты, может быть, у вас? Проекты пока нет. Надо заниматься. Работать. В первую очередь работать. Заниматься надо. Конечно. Конечно. Хорошо, этого Сергей всё зависит. Накинтьевич, к вам вопрос. Формат школы искусств требует особого подхода, вот когда под одной крышей уживаются, получается, и музыканты, и танцоры, и вот как здесь уделить внимание каждому направлению, не обидеть никого? Ну, конечно, во-первых, чтобы не обидеть никого, это, конечно, очень надо любить детей. У нас преподаватели все этим и отличаются, да, вот они, вот я смотрю, у нас тоже в школе очень хорошая атмосфера на самом деле. Мы всех детей встречаем с улыбкой, провожаем с улыбкой, да, всегда мы очень-очень тепло с ними стараемся во всяком случае разговаривать очень искренне, да, потому что искусство не любит какой-то такой лжи, какой-то вот непонятливости какой-то, да, все четко, понятно, и отношение к человеку должно быть. Поэтому вот не зря же говорят, что закончив музыкальную школу, детскую школу искусств, да, ребенок вот одухотворяется больше, да, и вот выходит таким очень гармонично развитым человеком, гармонично развитой личностью. Ну, действительно, сегодня Конечно. деятельность школы искусств выходит за рамки, можно сказать, обычного преподавания. Она пропагандирует среди подрастающего поколения не только культурные ценности, но и здоровый образ жизни, насколько я знаю, да, Да, патриотизм, формирует стремления детей, да. Ну, есть, наверное, какие-то свои наработанные методы, практики у преподавателей. Конечно, у нас преподаватели тоже очень часто, постоянно, можно сказать, повышают свою квалификацию, да, постоянно ходят на курсы повышения квалификации, на семинары, участвуют в педагогических чтениях, конечно, получают все новое, инновационное и внедряют уже в работе вот со своими учащимися. И поэтому, Хорошо. конечно, вот все поддерживается.
Ага. Какие творческие коллективы у вас работают в детской школе искусств? Творческих коллективов много, и на том эфире, когда я уже был здесь в гостях, да, я об этом говорил. Их очень много, я их перечислять сейчас не буду, их больше 10 творческих коллективов в нашей школе работает. Мгм. Не только детских, но и взрослых. Да, есть преподавательские тоже творческие коллективы. Мгм. Каково, на ваш взгляд, вот главное достижение детской школы искусств в этом году? Давайте коротко подведем итоги года. Я знаю, Этот что была год он для проделана нас, да, большая прошел, работа. да, действительно серьезный очень был год, очень плодотворный. Да, во-первых, конечно, год начался с подготовки к первому международному конкурсу пианистов имени Марка Николаевича Жиркова, который в апреле месяце прошел у нас в городе Москве в стенах Московской государственной консерватории. И вот где наша ученица фортепианного отделения Сарглана Гоголева вот завоевала диплом. Завоевала звание дипломанта. Я тоже ездил на этот конкурс, у меня тоже ученик участвовал, мы тоже вот стали вот участниками вот такого-то нового проекта, да, очень серьезного. И также, конечно, вот очень серьезная наша победа была в августе месяце, когда учащаяся народного отделения Терентьева Саяна стала обладателем тоже звания дипломанта конкурса, всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Тоже это серьезные конкурсы, тоже где принимают очень серьезные и талантливые учащиеся со всех музыкальных школ, ну, вообще в России. И, конечно, вот, собственно, Сириус. Это вот 3 вот таких очень важные наших достижения, да, которые вот обязательно мы должны обозначить. И вот Сириус, конечно, нам тоже дал такой очень серьезный такой вот толчок вперед, конечно. И мы этим очень, на самом деле, горды. Да. Кроме того, конечно, у нас конкурсов очень много. Мы постоянно участвуем в городских, постоянно участвуем в республиканских конкурсах. В данное время у нас идет подготовка к участию к межрегиональному конкурсу молодых исполнителей «Новые имена Якутии». Да, все номинации, во всех номинациях, ну не во всех, но во многих номинациях мы примем участие, да, в этом конкурсе. И я надеюсь, что и здесь мы тоже обязательно выйдем со званиями лауреатов и дипломантов. Ну и кроме того, я знаю, что ваши ребята принимают активное участие в концертах, выступают в многих предприятиях, организациях, да, то есть здесь они уже какой-то получают опыт для публичных выступлений, да, конечно, и так далее. Конечно, у нас вообще вот в школе искусств у нас практикоориентированный учебный процесс. Все равно результат нашей деятельности, он заканчивается выступлением на сцене, да, поэтому любое выступление, любая возможность, мы за этим гонимся, так сказать, да, всегда мы прямо звоним, говорим, приглашайте нас, да, нам надо играть, и также, если к нам с просьбой обращаются, мы всегда положительно рассматриваем. Ребенка не бояться сцены. Не бояться ни в коем случае, мы раскрываем детей, мы, да, выращиваем же таких конкурентоспособных исполнителей, да. Ну и кроме того, я знаю, что вы активно работаете с регионами нашей страны. Вот чем обусловлен такой интерес и каков итог этой работы? Да, мы с регионами начали работать, потому что, опять же, пандемия с 2020 года, да, бушует во всем мире, и она, конечно, научила нас многому, да, мы освоили новое. Мы освоили новые технологии, да, инновационные какие-то методы работы, цифровизация полностью, да, вот. И, конечно, мы уже вот в декабре месяце прошлого года провели очень серьезный концерт с городом Красноярском. Назывался он «Размышления на берегах Лены и Енисея». Мы его так назвали. Очень тепло было принято публикой, что с красноярской стороны, что с нашей стороны, жителей нашей республики, города, да, которые на YouTube-канале все это наблюдали, смотрели. Очень хороший получился концерт. Для нас это тоже новый опыт. Также, конечно, мы работаем в методическом плане тоже, да, вот с городом Мирным мы должны провести педагогический семинар, вот должен был он пройти в ноябре месяце, но опять же были ограничения, да, вот мы вынуждены были сидеть на дистанционном обучении, поэтому пока вот мы отодвинули. Ну, в январе проведем обязательно. Также у нас состоится пресс-конференция в режиме, ну, так мы его называем, да, творческая встреча с Татарстаном. Город Казань, детская школа искусств номер 17 имени Сайдышева. Вот, тоже изъявила желание с нами вот
как бы установить такие творческие связи, да, потом обязательно мы с ними проведем вот такую пресс-конференцию, мы расскажем о своей истории музыкального образования, они о своей, да, вот как вот такое взаимодействие двух республик, да, татарской и якутской, я думаю, тоже очень интересный такой проект будет. В общем, у нас на следующий год планов очень много, вот, можно говорить об этом долго, да. Хорошо, я думаю, что многих родителей интересует вопрос о зачислении детей, Да, о конечно. конкурсе, Да, для конечно. того, чтобы попасть Да, это очень детскую хороший школу вопрос, и искусств. главный вопрос, которому мы, конечно, очень серьезное внимание уделяем, да. Прием заявок, конечно, мы начинаем осуществлять еще в мае месяце. Да. Раньше, если мы делали набор на новый учебный год в мае месяце, то в последние 2 года уже в связи с ограничениями, опять же, с пандемией, да, мы набор делаем в августе. Поэтому и в этом году заявок на поступление было, заявлений поступило очень много. Это 789 на 37 бюджетных мест. Да, было, Это конечно, очень очень много жалоб, очень много просьб, но как так такая хорошая новая школа, да, и всего 313 дается по муниципальному заданию мест на бюджетное обучение. И, конечно, мы, чтобы поддержать наших горожан, удовлетворить, чтобы их потребности, да, вот к получению вот такого дополнительного образования в области искусств, мы, конечно, решились поработать и собрать необходимое количество документов, пройти процедуру согласования окружной администрации, департамента экономики, департамента финансов, и мы открыли внебюджетное отделение. И сейчас уже с 1 ноября оно очень активно, очень результативно, очень, ну, она как бы оправдала свои надежды, да, и вот сейчас на внебюджетном отделении около 60 детей дополнительно обучаются прекрасно, причем. Очень заинтересованно, они прямо, ну, кто платит деньги, конечно, действительно, поистине заинтересованные оказались, и это очень здорово. Поэтому и мы ждем, кто еще, может, желает, кто, может, еще не знает о нашей такой услуге. Наши двери открыты, мы готовы обучать очень большое количество детей. У нас в школе все для этого возможности есть. Ну и в завершении нашего разговора хотелось бы дать вам возможность поздравить, может быть, своих коллег, своих учащихся, их родителей с наступающими новогодними Да, праздниками. конечно, уважаемые жители республики, нашего любимого города Якутска, поздравляем вас от имени нашей школы, от имени детской школы искусств номер 2 города Якутска с наступающими новогодними праздниками. Да. Хочется пожелать, чтобы этот Новый год принес нам всем, самое главное, крепкое здоровье, да, чтобы никто не болел, чтобы ребятишки во всех домах улыбались, да, чтобы было всем тепло. Вот, а мы будем В свою очередь, в свою Римма очередь, Моисеевна. да, что будем делать, Римма Моисеевна, пожалуйста, пожелайте. Пожелание Нового года, да? Чтобы скорее эта пандемия закончилась, чтобы не болели люди, чтобы дети нормально учились, посещали занятия. Это И очень... приносили вам успех. И приносили нам Дорог- успех. Да-да-да. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Всего вам самого доброго и до свидания.